Так, ну идем дальше. Ой, какая замечательная организация. Потрясающе, потрясающе. И хорошо, что это региональная организация. Некоммерческим организациям за информационную поддержку социально значимых проектов. Ну, эта организация сама, социально значимый проект еще какой. Награда вручается и статус лауреата присваивается благотворительному фонду МЯЛ Республика Ингушетия. Лейла Дзейтова руководитель. Но я хочу, чтобы вручил эту награду замечательный человек. Он приехал вчера, я сегодня его увидел из Ханты-Мансийского автономного округа, это член Общественной палаты Российской Федерации Виктор Заболоцкий. Вручил вместе с нами два кавалера. Вот от Лейлы старая справа. Вот. Пусть это... Пусть награда это... Видно, да? Но это человек. Евкуров ее знает. Я к нему когда ходил, он мне сам первый стал рассказывать. Не то, что я говорил. Все ее знают. Говорят, как только вот нужно про некоммерческие организации что-то такое вспомнить, сразу вспоминают ее. Она, конечно, большой молодец. Дай Бог ей здоровья крепкого. Ее организация вот такие вот, смотрите. Вот если встретишь там, да, ночью. Представляете, да? Но если они скажут, что они с фонда МЯЛ, тогда все в порядке. Ладно, идите к нам все, сфотографируйтесь с вами вместе. Вставайте, ребята. Давайте, это еще не все. Они раньше все количество было 10 души. Соревновались с Чеченской Республикой. Кого больше? Я помню. С удовольствием скажу. И могу спеть, могу и станцевать. Могу и преодолеть такие большие расстояния ради того, чтобы поддержать гражданскую активность и поддержать благие дела. Я хочу поблагодарить вас, Александр Владимирович, за то, что вы нас такие мероприятия с самого начала работы первого, второго съездов. Я сюда приезжаю. Мне очень нравятся люди, которые сюда приходят, нравится атмосфера. Хочу пожелать нам всем плодотворной работы ради хорошего будущего и хорошей работы с вновь созданному союзу, чтобы он был успешен. Хочу также выразить слова благодарности Республики Ингушетия, герою России Юнусбеку Мамадалиевичу Евкурову за то, что он поддерживает наши некоммерческие организации, поддерживает людей с инвалидностью. Мы очень часто проводим встречи, проводим мероприятия совместные. Он нас собирает, спрашивает, что к чему. И у нас нет разграничения, и мы не отдаляемся от власти, и власть от нас не отдаляется. Огромное вам всем спасибо. И еще бы хотелось одно слово сказать. Завтра Международный день инвалидов. Я хочу пожелать всем, у кого статус инвалидности, чтобы они забыли об инвалидности, чтобы они стали здоровыми, крепкими, сильными, и чтобы для них все двери были открыты и доступность была везде, всегда. Спасибо вам. Спасибо. За награду. Это книга, в котором собраны, написал наш земляк, ныне живет в Москве, Владимир Васильевич Попов, бывший разведчик. Он написал сборник стихов, в которую легли вся мудрость народов Северного Кавказа. Сборник интересный. На благотворительные цели 290 экземпляров. Вот мы одну и вторую хотим вам вручить. Спасибо вам большое. Удачи! Поздравляю. Поздравляю.